В Удачном подвели итоги 9-месячной работы по противодействию незаконному обороту наркотиков. В отчете были отображены цифры не только по городу Удачному, но и по поселку Айхал. Итоги подвели под руководством начальника управления ведомства Юрия Выродова, продолжат коллеги. Чаще всего среди наркозависимых встречаются молодые люди до 30 лет. На совещании обозначили цели и задачи, которые должны помочь в борьбе с наркодилерами. По словам начальника республиканского управления, в первую очередь нужно обратить внимание на подрастающее поколение. Заниматься профилактикой, вот ту работу, которую делает наше ведомство среди школьников, среди учащихся, мы ее проводим и проводим плодотворно. Лучше увлечь ребенка спортом. Проводим на территории республики операцию МАК по уничтожению дикорастущей конопли. Выделяет республика большие деньги, как я уже и говорил, да, на антинаркотическую программу. В горно-обогатительных комбинатах Удачного и Айхала этой проблеме уделяют большое внимание. При приеме на работу новый сотрудник направляется на медицинское обследование, а те, кто работает в шахте, например, проходят медосмотр перед каждой сменой. Кроме того, вскоре у полиции появится возможность проверять нарушителей закона на содержание наркотических веществ в организме в стационаре. С 1 декабря в Удачном заработает наркологическое отделение. Дополнительно дается ставка, и будем работать вдвоем. Я думаю, что там уже будет нам намного легче, и мы можем дифференцировать освидетельствование, проводить то есть более в широком масштабе, и в то время, когда необходимо наркополиции и полиции. По сравнению с другими регионами, Якутия не так сильно поражена чумой 21 века, сообщил начальник республиканского ведомства. Но даже в таких маленьких населенных пунктах, как Удачный и Айхал, есть эта проблема. Чтобы ее преодолеть, необходимо не только повышать уровень профессионализма полиции и плодотворно работать, но и сами жители должны содействовать в раскрытии преступлений, сообщая, где торгуют смертью. Ну а со стороны ведомства готовы оказывать любую посильную помощь.